Так, идем гулять. Идем гулять и выходим на площадь. Тут у нас огромная кирха. Замечательно. А еще фрукты и цветы. Здорово. И Мюллер. Мюллер. Максим любит Мюллер. Но мы уже везде были, но зачем он тебе нужен? Мы ищем поесть. Я не говорю в него заходить. Да. В общем, мы сейчас найдем хорошее место, чтобы покушать. Надеюсь, нас не забанят за эту музыку. Наверное, ее придется... Да, ее надо, короче... О, это демонстрация поддержки украинских людей. Я просто стеру музыку. Ну ты же просто можешь стереть музыку. Що в нас будуть такі дітки чудові і будуть такі таланти завжди проявлятися, наша Україна завжди буде попереду. Вона і так залишається, і завжди буде. З нашими серцями, з нашими молитвами і з нашими талантами. Дайте Бог, щоб так і завжди було. Всього вам найкращого, дякую. І так, зараз... Так, мы идем в Питер Пен и попробуем попытать там счастье. Думаю, что у нас получится. Мы сели тоже в такой вот небольшой столик. Давайте посмотрим меню. Это не меню. Это не меню, еще нам не принесли меню. Сейчас найдем. В кафе Питер Пен оказалось очень-очень жарко. К сожалению, не работал кондиционер, и мы пошли дальше. Мы решили пойти в джелатерию, которую и искали. И она оказалась внизу. Ух ты, какие товары классные продаются. Вот тогда вот там гуляли, очень здорово было. Такие интересные тут всякие штучки, покурывать. Джелатерия, я же говорила, мы были там. Мы пили колу, ели мороженое, но там есть меню. И можно заказать, покушать. Поэтому сейчас закажем. Надеюсь. Мы решили теперь сесть в джелатерию. Сидим здесь. Все устроено. Я тут пока сижу, поговорю, расскажу. В общем, в Германии, чтобы даже вести просто, допустим, YouTube-канал, нужно оформить индивидуальное предпринимательство. Вот. Это индивидуальное предпринимательство вы регистрируете в Rathaus. И, соответственно, вам нужен штойер-консультант, бухгалтер, который будет вести ваши отчеты, налоги. И вот нужно его обязательно найти. Ну, это если канал приносит деньги. Да, канал в любом случае, ну, если не приносит деньги, тогда нет смысла, тогда нет смысла оформлять ИП, конечно. ИП оформляется только на каналы монетизируемые. Вот. Соответственно, вот, если у вас есть монетизация на YouTube, вы должны оформить индивидуальное предпринимательство и платить с некоторыми нюансами 50% налогов после того, как у вас будет определенного уровня доход. Вот этим всем мы, естественно, занимались все это время. Вот. Консультирование любое, тоже все это индивидуальное предпринимательство, оно вписывается в ваше ИП. Чем бы вы ни занимались, торговлей или еще что-то, это нельзя делать без каких-то документов. И, соответственно, на все идет налог. Так. Мы попили газировки, есть мы ничего не стали, потому что нас ничего никогда не устраивает. Мороженое мы не хотим, а мы хотели картошки фри или бургер, а у нас с этим ничего не вышло. Здесь же специфика, только... В Германии, запомните, с 2 до полшестого вы не поедите ни в одном ресторане или кафе обычную еду, вот эту вот, которую готовят на обед, потому что это перерыв, и в это время нельзя ничего, ну, в кафе поесть такого горячего. Вот, а мы попали уже почти к 2, и, соответственно, не на что рассчитывать. Вот. Ну, а вообще в этом кафе даже и меню было из одного мороженого, поэтому толку-то. Но мы попили хорошие газировки. Называется специ. У нас
У нас я никогда такого не видела, может кто-то видел. Кола с апельсином или лимоном просто отсутствует. Есть, конечно, есть лайм, пепси, лайм-кола, это другое. Здесь всю колу практически, это любимый напиток, он называется специи, перемешивают с апельсиновым соком. И когда подают в кафе, обязательно добавляют лимонную или апельсиновую дольку. Вот. И здесь я это впервые увидела, такой коктейль. Его везде продают, очень любят, разливают в бутылки, продают как, ну, бутылка газировку, да. И вот он вот такой вот модный. И самое интересное, что когда я его попробовала, я думала, ерунда. Оказалось, что это один из моих любимых напитков, как и у многих других людей. Вот, теперь я люблю только специи, и обязательно его покупаю всегда в кафе или там в магазине. Вот. И есть даже специи пони-сухар, сукер, Без сахара. без сахара. Вот. И на сахарозаменителе. Вот так-то. Решили прогуляться 600 метров от желатерии. Книжный магазин, один из моих самых любимых, это магазин Талия. В Германии два книжных самых популярных. Это Талия, ну, в Баварии, да, Талия и Хюгендюбель. Это очень хорошие книжные магазины. Их целая сеть по Баварии. Не знаю, как по всей Германии, но по Баварии точно. И в Нюрнберге их несколько. Вот книжный магазин Талия я показывала в Эрлангене, трехэтажный. И вот сейчас мы идем здесь тоже его осматривать. Не знаю, сколько этажей он будет, 2 или 3. Но точно больше одного должен быть. Вот. Очень люблю этот магазин Талия. Очень мне нравится. Я не знаю, вот рай, как говорится, для человека, который любит книжные магазины.